Вот, кстати, у нас есть сюжет в тему Крумкат-шоу, которые опять вроде как рвутся в элиту. И я думаю, очень интересно будет посмотреть, на каком они сейчас уровне и как они готовятся к матчам вышки. Да, имеет смысл еще раз обратить внимание на Воронов, как обстоят дела со стадионом, как обстоят дела со школой, с дублем. Внимание на экран. Еще зимой крумкачи рассматривались одним из претендентов на повышение в лиге. И не без оснований. Вороны провели масштабную подписную кампанию. Команду Сергея Кузьминича пополнили сразу 18 футболистов. Среди них бывший игрок сборной, детский тренер и даже студент из Камеруна, которого пока еще не заявили. Бывший игрок сборной – это 32-летний полузащитник Филипп Рудик. В первой лиге футболист оказался впервые в карьере, но, говорит, пока не увидел большого отличия между дивизионами. Отличается стадионами, мне кажется. Уровень футбола так и мне тяжело сравнить. Так, прямо такой небо и земля я так не заметил. Поля ужасные в некоторых городах есть. Недавно ездили в Светлогорск. А так, разницы никакой не вижу. Старт сезона у крумкачей однозначно получился гораздо лучше прошлогоднего. После 3 туров они взлетели на вершину таблицы. За 3 игры набрали 7 очков и забили 9 голов. Вороны успешно прошли испытания Светлогорским полем, сыграли дома в ничью с Гомелем и прямо сейчас готовятся к гостевой встрече с Локомотивом. Не московским, конечно, но потрепать крылья минчанам белорусские железнодорожники могут очень сильно. Крумкачи всегда были самые высокие цели в футболе. И мы от них не отходим. А если конкретно какая сейчас цель? Сейчас цель занять 1-2 место, чтобы выйти в высшую лигу. Однако просто туда попасть – это полдела. Вторая часть – сыграть в элите белорусского футбола. И здесь начинается подводная часть вопроса. Клубу необходимо будет пройти лицензирование, выполнить все условия Федерации футбола. К выполнению задач мы, конечно, готовы. И по возрастам детским у нас своя детская школа. И, в принципе, по всему работаем в этом направлении, держим это в уме. Вот. Ну, я думаю, что проблем не возникнет. И если с комплектованием команд разных возрастов пока с большего все понятно, то в свете последних решений Федерации головной боли руководитель Воронов может прибавиться из-за домашнего стадиона. Существенные надежды он возлагает на СОК «Олимпийский». Хотя, признается, были планы и на строительство своего стадиона. У нас очень хорошо принимает СОК «Олимпийский», поэтому мы считаем его также и своим родным. Вот. Исторически еще повелось, что крумкачи там играли. Поэтому свой стадион – это очень трудоемкий и затратный процесс. Вот. Поэтому мы искали место в городе, нашли, но слишком большие условия Мингорисполком нам выставил, чтобы мы могли построить свой стадион. Поэтому пока от этой идеи мы отказались. Там на СОКе, в принципе, поле с натуральным покрытием не требует больших вложений, чтобы допустили к высшей лиге. Поэтому, думаю, будем шаг за шагом действовать. Выйдем в высшую лигу, потом будем заниматься стадионом. Бюджет команды при этом останется на уровне прошлого года – $250 тысяч. Руководитель уверен, что таких денег достаточно, чтобы решить задачу. Впрочем, при условии выхода команды в элиту бюджет Воронов станет больше. Сейчас, наверное, легче, чем было тогда первый раз, потому что мы учли свои ошибки и стараемся их не повторять. Поэтому я думаю, что второй раз, если выйдем в высшую лигу, будет полегче. Будет все хорошо.